Приветствую вас. В Тбилиси действует одна частная школа с русским учебным процессом, которая аккредитована в Грузии и работает по национальному учебному плану. В частной школе «Интеллект Плюс» обучение проходит на русском языке, но также активно преподаются грузинский и английский языки с 1 класса. Эту школу посещают около 400 учащихся, представляющие 12 стран и 17 национальностей. Помимо этого, в Грузии в некоторых государственных и частных школах до сих пор продолжают действовать русские сектора. В частности, в Тбилиси педагоги работают в 17 общеобразовательных школах, где наряду с грузинским сектором присутствуют классы с преподаванием на русском языке, а по всей стране это количество достигает примерно 50 школ. Обучение в русских секторах осуществляется в рамках грузинской системы образования, а грузинский язык является обязательной частью учебного процесса. Грузия, по данным российской страховой компании и сервиса онлайн-бронирования отелей, вошла в тройку самых популярных международных направлений для российских туристов в августе текущего года. Страна не просто сохраняет высокую популярность среди российских туристов, но и показывает один из самых быстрых темпов роста бронирований. Число бронирований в стране за год выросло сразу на 40%. В Тбилиси на проспекте Руставели рабочие во время ремонтных работ нашли керамику X-XI веков и кладки XIX века. Национальное агентство охраны культурного наследия страны призывает соблюдать требования закона о культурном наследии. Через Азербайджан и Грузию в Армению направлен очередной транзитный железнодорожный груз 15 вагонов пшеницы и ячменя из России. 90-летие со дня рождения известного грузинского писателя Нодара Думбадзе отметят в Тбилиси в парке Мзиури 15 и 16 сентября спектаклями и кинопоказами по мотивам произведений популярного писателя. Удачи всем вам!